Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную и теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Неожиданный поворот в вашей жизни. Загадайте, пожалуйста, на себя. Загадайте, пожалуйста, свой срок. Давайте вместе посмотрим, что станет для вас неожиданным поворотом в жизни. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы вот моими руками, пусть откроют мне то, что сейчас от нас скрыто, и то, о чем мы желаем услышать и узнать. Ничего себе! Как вас так развернуло? Почему вы зависли? Смотрите, образ человека, который висит вверх ногами. Вот ножки, вот ручки, вот она голова. Кстати, голова прям треугольная. Это вы на какой-то проблеме зависли. Либо какая-то очень сложная, неразрешимая ситуация. И вы действительно в ней зависли. Очень тяжело вам. И помочь некому. Да, висите и думаете, что все, точка, конец. Ах, несчастные мои, бедные мои. Спешу вас порадовать. Рядом с вами есть надежный человек, который за вас переживает, у которого сердце за вас болит. Не вы, но тот, кто с вами рядом, что-то придумает. Придумает и реализует, что поможет вам, во-первых, встать на ноги, избавиться от этой всей вот висячей ситуации, не только ее решить, эту ситуацию, да, либо эту проблему решить, но и еще и что-то бонусом получить, потому что здесь маленькая звезда вам падает. Вот так, мои хорошие, вот такой неожиданный поворот. Рядом с вами, в вашем окружении, среди ваших близких, родных, любимых, просто знакомых людей есть кто-то невероятно достойный человек. Тот, кто за вас переживает, у кого сердечко о вас болит. И этот человек вот именно сейчас не спит, не ест и думает, как вам помочь. Что бы мне такого сделать, предпринять, кому бы пойти, с кем бы договориться, чтобы вам помочь. Вот хотите верьте, хотите нет, но именно сейчас этот человек очень активно действует, желая вам помочь, желая вас спасти. Вы все разные, меня смотрят и мужчины, и женщины. Вы все живете в разных странах. Но вот есть рядом с вами невероятной души человек, который действительно искренне к вам относится. И именно сейчас этот человек занимается не своими делами, а именно вашей ситуацией и вашей проблемой. Опять же, смотрите, у кого-то работы нет, у кого-то долги, у кого-то там со здоровьем не ладится, у третьих там жить негде, у четвертых еще какая-то беда напасть. Да? Вы зависли, вы столкнулись с такой бедой, с такой неприятностью, что ничего предпринять не можете. Вам кажется, что все, точка невозврата пройдена. И я теперь вот погибай только, да, виси да погибай. Голова-то треугольная, то есть даже мысли нет, как себе помочь, как себя спасти. Вот, безвыходное, да, безвыходное положение, безвыходная ситуация. Но рядом есть, с правой стороны, кстати, правая сторона действительно характеризует этого человека. Человек, который именно сейчас работает над тем, чтобы вам помочь. И вам поможет. И именно этот человек вам поможет. Ничего, еще на ножки встанете, и голова в нужную форму придет, да, нужную форму обретет круглую. И звезда вам еще упадет. Это какой-то бонус. Не только избавиться от проблемы, но еще и бонус получить. Да, что-то приятное по итогу для вас произойдет. Вот так вот. Да вы везунчик. Вы счастливица, рядом с вами действительно надежный человек, любящий, заботливый, тот, который о себе не думает, тот, кто вас в приоритет ставит.
Да, это здорово, это замечательно. Тьфу-тьфу-тьфу. Всем бы такого надежного человека рядом. Дальше, с левой стороны, показываю человека, который у вас что-то постоянно берет и кому-то другому передает. Я не могу сказать, кто конкретно, но это уже не первый раз. И здесь какая-то системность есть, просматривается. Да? Постоянно берут у вас, просят у вас, берут у вас и кому-то другому передают. Какое-то неправильное распределение происходит. Вижу, что вы скоро скажете «нет». «Нет» вы скажете не потому, что вам это надоело, либо вам жалко. «Нет» вы скажете, потому что у вас больше ничего нет. Да? Нечем помогать, нечего давать. И вот это «нет» станет неожиданным поворотом вашей жизни. Вы вдруг осознаете, что эти люди сами могут прекрасно справиться. А на вас эти люди, ну, скажу жестко, но вот приблизительно оно так и есть. Люди наживались за ваш счет. Да, обирая вас, эти люди себе, ну, грубо говоря, облегчали жизнь. Да? Ну как, это же надо работать, это же надо пойти, что-то сделать, заработать, попахать, грубо говоря. А тут, понимаете, вот оно все готовое. Приди, руку протяни, тебе дадут. Вижу, что скажете «нет» из-за того, что у вас все закончилось. И с удивлением заметите, что эти люди прекрасно справились. Да? Пошли поработали, сами заработали, либо у кого-то другого выпросили. Вы аж ужаснете и скажете: ну как же так? Ну как вы могли меня оббирать? Да? Каждый раз вот эти поборы, ну зачем? С чего? Что я вам такого сделала, что вы именно ко мне так относились? И мне почему-то кажется, что это все-таки как-то в семье, либо среди родственников происходило. Да? Вот родственники могли давить на вас, там, на вашу жалость и постоянно у вас что-то брать. И вы безотказно это все делали. Но в моменте, здесь и сейчас, у вас закончилось. И вы говорите: ну, я бы с радостью, но нету. И эти люди говорят: ну ладно, пойдем у кого-нибудь другого попросим, либо сами заработаем. Ну, такая ситуация странная. У вас и отношение к этим людям поменяется, и вообще такой вот прям опыт приобретете в жизни, да? Что если человек просит, это не значит, что ему действительно надо. Может быть, человек просто вот ленится сам сделать. Ну, в общем, тут и полезно, и своевременно это все произойдет, и больше никто не будет у вас просить. Да и вы будете умнее, когда будете людям помогать, особенно родственникам. Ну, положив руку на сердце, можно сказать, что нечестно с вами поступали эти люди достаточно долго, и, ну, как расчет на дурачка, скорее всего, был. Вот. А вы, к сожалению, в этих дурачках и ходили. Но теперь это все прекратится. Дальше, мои хорошие. Мужчину вижу. Мужчину на санках. Вернее, даже санки, лыжи, что это, вот он скользит. Причем скользит в очень интересном направлении. Слева направо. Снизу, с угла до верха он скользит. Какой-то резкий подъем у мужчины произойдет в жизни. Возможно, это связано с его работой, с его бизнесом, с его, может быть, какими-то даже привычками, вредными привычками. Да, как будто бы он выбирается из того состояния, положения, в котором сейчас находится, и стремится он, опять же, вверх, вперед и вверх. Очень крутой знак. Мужчина, ну, если по-простому сказать, просто выстрелит. Вот выстрелит, да, работу хорошую найдет, бизнес у него пойдет, какой-то контракт крутой заключит, там, в нужное время, в нужном месте окажется. Мужчина очень приятно удивит. А в чем будет неожиданный поворот? Да в том, что вам легче станет. Вам легче станет. Этот мужчина, он вам помогать станет. То есть материально помогать станет. Если там пил, не участвовал в жизни семьи, перестанет пить, много свободного времени, может, делом каким-то займется, может быть, там по дому будет помогать, может, по хозяйству будет помогать. Понимаете, здесь для вас одни плюсы идут от его вот этих вот катаний, скольжения вперед и вверх. Ну, вы в шоке будете. Да, вы надеялись, там, бросят пить, да, вы надеялись, там, устроиться на работу, да, вы надеялись, будет зарабатывать. Но чтобы так резко, быстро и эффективно, ну, даже и не мечталось вам. Но это произойдет, прям выстрелит. Опять же, направление, да, слева направо, с нижнего угла, да, вверх. Вот, очень классный знак.
Кстати, девушки, женщины, у кого мужчина далеко от вас находится, ну, допустим, по разным причинам, там, работает он далеко, либо вы любите друг друга, но он, допустим, живет там в своем городе, вы в своем городе. Здесь еще и как скорый приезд этого мужчины. Скорый приезд и помощь, которую он начнет вам оказывать. То есть если раньше он как-то там время тянул, либо там этот период ожидания, пока у меня работа, пока у меня дела, туда-сюда, тут он как-то быстро, резко к вам приедет, и все сразу поменяется и между вами, и в вашей жизни. Вам одни плюсы идут от этого мужчины. Дальше с правой стороны. Здесь вы себя как повязку снимаете, с глаз снимаете. Я так понимаю, что пришло время вам узнать какую-то правду, какую-то истину. Какой-то секрет вам должен открыться. Но вы до этого как будто бы с повязкой на глазах ходили, на ощупь, может быть, ходили, да, в темноте, в кромешной ходили. Теперь повязку вы с себя снимаете, и вот она, голая правда перед вами, да, вот чистая правда перед вами. Узнаете, много чего узнаете. На вас это произведет неизгладимое впечатление. То ли вы о себе что-то узнаете, то ли о тех, кто вас окружает, то ли действительно какой-то важный секрет, важную секретную информацию узнаете. Но вот время вам пришло. Время пришло прозреть, и вы прозреете. Правда ворвется в вашу жизнь, правда. И делайте с этой правдой, что хотите. Но главное, себе не навредите. Может быть, даже о ком-то вам правда откроется, да? О каком-то человеке вы все узнаете. Но правда это в пользу идет, да, с правой стороны. То есть это полезно вам именно сейчас узнать правду. Не жить в неведении, а узнать правду. Взглянуть на мир не через пелену этой повязки, а ну вот во всех красках увидеть. Правду узнать 100%. Это очень на вас повлияет. Кстати, очень как-то эффективно повлияет. Эффект идет от этой правды. Не просто так вы это узнаете. Судьба, время пришло вам все узнать. Дальше, мои хорошие. Здесь корона. Вот она слева. И эту корону, как вам хотят передать. Но кто-то еще будет претендовать на эту корону. За эту корону нужно будет побороться. Ну, коронами обычно показывают там карьерные всякие продвижения, да, карьерный рост. Показывают главенство человека там, в семье, в коллективе, да, лидерскую роль. Да, человек коронованный. У человека особые привилегии, этого человека все слушаются. Вижу, что вам хотят передать, но кто-то еще будет оспаривать этот момент. Кто-то тоже хочет эту корону получить, тот, кто ее недостоин, либо тот, кто не имеет на нее права. И здесь вам говорят так: не стесняться, и то, что по праву, по закону ваше, держать крепко, крепко. Вот если нужно, даже вот руками на голове крепко держать, чтобы у вас эту корону не отобрали. Недостойный человек будет покушаться на эту корону. То есть я так понимаю, что для некоторых отыграется, что вам будут предлагать повышение, да, более высокую должность. У других отыграется, что вы ну, вот как лидером должны стать, да? Лидером в каком-то коллективе, либо даже в семье. И держите крепко, корону свою не упустите. Если упустите, пожалеете. Потому что недостойный человек корону оденет, и этот недостойный человек как тиран будет. Да? Он всех будет терроризировать, ну, всем плохо будет. Не только вам, но и тем, кто вокруг вас. Поэтому очень важно от короны не отказаться. А корону именно вам как передают и предлагают. Вот схватили эту корону, надели и никому не отдавайте. Это очень важно и для вас, и для тех, кто рядом. Вы достойные, вы прям созданы для этой короны. И по праву, по закону вы ее должны носить. Но другим людям ее не передавайте. И пресекайте вот эти попытки претендовать на то, что ваше. Так, еще. Выбор перед вами станет. Выбор, причем выбор равноценный. Выбирать будете между хорошим и хорошим. Захочется все сразу взять, но все сразу не получится. Знаете эту пословицу: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Вот, пожалуйста, не забывайте эту пословицу
И все-таки выбирайте быстро, не задумываясь, потому что тут выбор равноценный между хорошим и хорошим. Сложность, да? Если начнете там перебирать, прицениваться, вы важное время потеряете, и выбор этот схлопнется, понимаете, без ничего останетесь. Важно как-то будет быстро вот определиться и прям пальцем ткнуть, сказать: вот это выбираю, вот это хочу, вот это важно будет. Не растеряться, а быстро сделать выбор. Опять же, равноценный, так что не переживайте. Что бы вы ни выбрали, это все будет хорошо для вас. Дальше вижу, что вы какой-то удар от себя отведете. Каким-то действием, каким-то поступком вы отведете от себя удар. Видите, вот стрела вниз пошла. Это удар, который вам прям в сердце был направлен. Но вы его от себя отведете. У вас руки очень длинные, мощные. У вас получится. Что-то вы такое сделаете, причем, скорее всего, интуитивно. Прям сами себя узнавать не будете. Вот поступок, действие, слова, что отведет от вас удар. А удар на вас был направлен от женщины. Какая-то женщина хотела вам больно сделать, плохо вам сделать, а вы этот удар отведете. Вы все слишком разные, я не могу сказать, что вы сделаете, но вы руками отводите этот удар. И делаете это именно интуитивно. То есть, делаю, не понимая, что. Да, либо вот мне моя интуиция подсказывает, и я вот именно так поступаю. Женщина. А женщина, она как соперница, как конкурентка. Вот что-то она такое для вас подготовила, мерзкое, коварное, болезненное, но вы этот удар сами от себя отведете. Для вас это очень славный момент. Во-первых, вы себе больше доверять начнете. Во-вторых, вы в себя поверите. И в-третьих, вы поймете, что вы можете менять события, ситуации. То есть в ваших руках есть сила. И беду отвести, и неприятностей избежать, и с любой соперницей, конкуренткой побороться. Вот что-то вы сделаете. Удивительное сделаете. То, чего раньше никогда не делали. И делаете вы это именно интуитивно. Удар от себя отводите. Так, еще неожиданный поворот. Что-то с ребенком. С ребенком связано. Благодаря ребенку что-то произойдет. Дети могут быть как и маленькие, так и взрослые. То ли вы с кем-то познакомитесь. Смотрите, вы можете быть мамой ребенка, да, воспитывать его одна. Вы можете быть бабушкой, да, которая присматривает за внуком, за внучкой. И также вы можете как работать няней, например, да, педагогом, няней. Вижу, что благодаря ребенку вы с кем-то общаться начинаете, с кем-то очень хорошим и важным, я бы даже сказала, ключевым. Вот благодаря ребенку. Не могу вам более подробно рассказать, но вот как вижу, так и сказала, да, вы все слишком разные. Благодаря ребенку вы с кем-то знакомитесь, начинаете общаться, важным, ключевым, знаковым человеком. Мужчина либо женщина, у каждого по-своему отыграется. Вот как ребенок сведет. Да. Так, дальше. Дом, в который вас ведет судьба. Это, скорее всего, чей-то дом, либо это какая-то организация, учреждение, может быть, офис, предприятие. Да, видите, вот четко показали что-то с большой дверью. И вас туда ведет судьба. Каким-то случайным образом вы туда попадете. Может быть, с кем-то за компанию пойдете. Может быть, вас кто-то туда направит. Может быть, вы в поисках работы туда забретете. У каждого по-своему отыграется. Может, какая-то нужда вас в госучреждение приведет. Либо какая-то потребность. Смотрите, очень славно вы туда зайдете. Вижу, что выйдя из этого здания, помещения, у вас улыбка, во-первых, прям до ушей. И у вас в руках что-то будет. В руках что-то хорошее, может быть, деньги, может быть, документы, может, еще что-то. Вот вам там что-то дадут, выдадут. И вот этот день, он как переломный идет. Переломный. К вам как удача возвращается. Ваша удача, ваше природное везение, да, вот оно вам отпущено, и оно к вам возвращается.
Долго вам не везло, долго у вас какие-то одни неприятные моменты в жизни были. А вот этот день, он чрезмерно позитивный идет. И вот этот день, он открывает вам все дороги, все пути. Удача и везение к вам возвращается. Вы прям это почувствуете. Так сами себе и скажете, что ой, я везунчик, я счастливица. Вот наконец-таки со мной это происходит. Удачно в какое-то здание зайдете, в какой-то дом, помещение, может быть, офис. Ну, вы поймете, о чем речь. Время придет, вы все поймете. Так, а вот здесь я вижу, что вам что-то вернут, отдадут, вернут, как долг перед вами. Либо вам что-то положено, но вы долго не могли это получить, ну, по разным причинам. И вижу, что вы это получаете. Причем как-то сами люди на вас выходят, да, должник сам объявится, либо тот, кому положено вам отдать, вернуть, выплатить, вот этот человек сам на вас выйдет. Причем это как-то происходит, вы то ли какую-то бумажку получаете, то ли какую-то смс-ку перед этим получаете. Не совсем понимаете, о чем речь идет, а когда уже само событие приходит, вот тогда все и раскроется. Вижу, что вам что-то положено, либо должник объявится. И вам то, что положено, то, что должно, вам будет возвращено, выдано, отдано. Такой момент. Да, кто-то свои долги закроет перед вами, либо обязательства. Может быть, кто-то вам наобещал чего-то и в свое время не выполнил, а теперь возвращается, чтобы все выполнить, даже перевыполнить. Так, здесь у вас букетик. Букетик от льва вам идет. Лев. Человек либо похож на льва, либо его зовут Лев. Вот, может быть, какой-то логотип, татуировка на человеке есть. Букетик вам дает. Может быть, фамилия, что-то со львами связано. Букетами и подарки могут означаться, и предложения. Это, кстати, будет очень неожиданно, но очень приятно. Давно с вами такого не было. А с кем-то, в принципе, никогда такого не было. Но вот человек, лев, мужчина, женщина, может быть, да, что-то со львами. И вам букетик. Букетик небольшой, но очень ароматный. От этого аромата кружится голова. Вот настолько он приятный, что кружится голова. Вот и вы себя поймаете на мысли, что у меня от этого предложения, либо от этого подарка закружилась голова. С правой стороны. По правому делу вам будут предлагать, либо дарить. Хороший момент, славный. В самом венце у вас рог, охотничий рог. И люди меняют направление движения. Раньше люди как-то против часовой стрелки ходили, а теперь в правильном положении пойдут по часовой стрелке. Не вопреки, а во благо. Вот в таком ключе. Я так понимаю, что это отношение к вам, тех, кто вас окружает, тех, с кем вы общаетесь, сотрудничаете, работаете вместе. Может быть, даже вы проживаете на одной территории. Здесь вот явно отношение людей к вам меняется. Вот причем диаметрально противоположно. Если люди прям плохо к вам относились, как-то там не принимали всерьез, там ноги, может быть, об вас вытирали, ну, в переносном смысле, да, то есть там неуважения, ничего не было, ни внимания, ни любви, ни уважения, то теперь по часовой стрелке пойдут. То есть кардинальным образом поменяют отношения. Теперь только как с уважением, с тактом, с расстановкой к вам будут относиться. Вот меняется отношение. Здесь вот показали 3 человека. Может быть, эти люди для вас важны. Может быть, как особо эти люди как-то плохо к вам относились. Меняется отношение к вам. Меняется. А рог этот, ну, скорее всего, они правду узнают. Правду узнают о вас, о том, что на самом деле приключилось. Может быть, вас кто-то оклеветал, может быть, кто-то вас подставил. Да, люди узнают правду. И отношение этих людей к вам кардинально, диаметрально меняется. От худшего к лучшему по часовой стрелке теперь будут ходить. То есть только хорошее отношение, только уважительное отношение в вашу сторону.
Вы этого достойны, вы это обретаете. Мои хорошие, на этом все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.